Да куда ты шел? Здесь я, здесь. Работаем, работаем. Проверка связи. Добрый день, уважаемые любители детско-юношеского футбола. Говорит и показывает Приморский край, город Владивосток, стадион «Динамо». В сегодняшнем матче юношеская футбольная лиги зоны Дальний Восток. Команда филиала Академии «Динамо» принимает соперников из города Якутск. Команду спортивной школы по футболу «Якутия». И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче третьего тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет на поле встречаются команды. Филиал Академии «Динамо» и Льва Ивановича Яшина. Город Владивосток, Приморский край. Игровая форма цвета футболки синие, гетры белые. И спортивная школа по футболу «Якутия». Город Якутск, футболки белые, шорты гетры синие. У микрофона для вас работает Алексей Семененко, и совсем скоро эта встреча начнется. Номер 19 Артем Каменский, номер 20 Кашкаров Тимофей, номер 12 Илья Миронов, номер 13 Кирилл Стигнев, номер 10 Владислав Зелецкий, номер 11 Станислав Прохоненко и номер 17 Илья Харитонов. Итак, стартовый свисток прозвучал, мяч в игре. Давайте за этой встречей вместе наблюдать. Поехали. Евгений Николаевич, главный тренер команды Мельник Роман Александрович. Ну что ж, владивостокцы. Мяч на своей половине перехватив, прокатывает его, в том числе буквально в считанных метрах от собственных ворот, но с целью того, чтобы его непременно сохранить и за счет паса линию прессинга преодолеть. Скорость набирается. Хозяева вот уже к чужой штрафной площади подбираются, и попытка прострела только что была. Представители команды спортивной школы по футболу город Якутск. Главный тренер команды. Гости с мячом. Александр Анатольевич. Ему помогает Не торопясь. Александр Александрович, начальник команды Назаров Григорий Григорьевич. На своей половине взаимодействуют и переместились они справа налево, а сейчас, видимо, предстоит обратное общекомандное передвижение с тем, чтобы попробовать вот так вот раскачать прессингующих оппонентов. И в один из моментов длинная передача
от центрального защитника, та которая... Итак, уважаемые зрители, кажется, что есть небольшая ошибка в протоколе, в котором вроде бы указано было про игровую форму и цвет футболок, ну а все получилось наоборот. Владивостокцы действуют в футболках цвета белый, мячом владеют и в атаку идут. Классная диагональная передача налево, где игровой снаряд подхватив. О, опасная передача внутрь штрафной на набегающего партнера. Попытку пробить которого все же защитники успели перекрыть. Тимофей Кашкаров. Перевод направо где? Подача следует. И удар по воротам. Красивый гол. Хозяева гол забивают. Счет в этом матче открывают. Но и автором гола становится Кирилл Сгибнев. Номер 13, центральный нападающий владивостокцев после классного навеса. Автором которого, судя по всему, стал Илья Миронов. Правый защитник, забежавший за партнера, предложившийся под пас и в касание тут же отправивший мяч в ту зону, где Кирилл Сгибнев был уже к этому пасу готов. Но и динамовцы быстро. А в этой игре счет открывает. И с отличным настроением продолжают на соперника давление оказывать. Быстрый перехват. Активный прессинг. Подключение левого защитника, прострел от которого. И здесь подбор за владивостокцами, после чего еще один пас в расчете на нападающих, которых традиционно у «Динамо» 3. Центральный из которых это Кирилл Сгибнев. Но есть еще слева и справа Станислав Траханенко и Илья Харитонов. Мощное скандирование «Динамо, Динамо». Слышим мы. В это время перехват гости осуществляют. И право на аут зарабатывают. Есть время и пространство для того, чтобы пас совершить. В этом компоненте пробовал себя проявить капитан гостей Леонид Шейн, номер 77. А здесь уже капитан хозяев. Отличный перехват. Пас вперед. И втроем владивостокцы вчетвером против 6 соперников. Харитонов. Пас на Сгибнева. И там Кирилл пробовал самостоятельно игровой снаряд сохранить. В конечном итоге право на угловой удар заработал. Подача. Сгибнев. Еще один. Навес. Опасно. И удар по воротам. Перекладина. А вот этот футболист, которого нам крупным планом показывают, он и бил. А до этого за несколько секунд он угловой удар исполнял.
Номер 10 Владислав Селецкий, один из тройки полузащитников. Еще один удар. Штанга! Ну вот, дважды каркас ворот буквально за минуту. Спасает якутский коллектив от голов. Мощный прессинг от «Динамо». И пока что не получается у Якутии. Хотя бы на некоторое время у владивостокцев мяч забрать. Тимофей Кашкаров. 1 в 1 оппонента обыгрывает. Скорость набирает. Движется вперед. И вот такая вот передача. Обостряющая. Положение вне игры зафиксировано у Станислава Траханенко. Ну, а мы с вами давайте отметим то, что после того, как мячом завладел крайний защитник владивостокцев, не стесняясь, сместился к центру и уже в рамках некоего такого так называемого полуфланга вперед на высокой скорости отправился до момента, пока не нашел вариант обостряющей передачи. Быстрая замена у гостей, видимо, вынуждена из-за, наверное, повреждения. На поле появляется игрок под номером 55, потеря мяча гостями. Ну а под номером 55 у Якутии вышел Субудай Севен. И позицию правого защитника занял. Гости с мячом. Обращает на себя внимание то, что нападающим у них, у гостей является футболист высокий. И, судя по всему, под номером 99 действующий Максим Серов. Это означает то, что передача верхом наверняка есть в планах у команды гостей. А пока что ворота незащищенные, и удар по ним. Спасение одного из защитников. И мяч все еще в игре. И вот только сейчас пределы поля покидает. Повтор эпизода. Подача. И продолжают большими силами хозяева в атаке быть. Справа атакуют. Ну, а мы с вами вспоминаем то, что справа есть на постоянной основе взаимодействия у «Динамо», в котором правый защитник Илья Миронов, полузащитник, который действует чуть правее, Владислав Селецкий, ну и правый нападающий Илья Харитонов. Гости перехват.
И фол от Макара Бережных, от центрального полузащитника «Динамо». Итак, возможно, сейчас последует та самая подача в расчете на высокого Максима Серова. Летит мяч. Максиму сегодня активно будут мешать его оппоненты, центральные защитники владивостокцев, тоже парни рослые. Андрей Бронов номер 4 и Никита Жданов номер 5. С мячом один из якутских защитников вбрасывает его. И переход владения владивостокцам. Миронов. Жданов. Кашкаров. Но вот такое ощущение, то, что по результатам первых сыгранных 10 минут как-то немножко гости сумели стабилизироваться. И совсем пока ненадолго, но игру от собственных ворот отодвинуть. И даже в атаке в данный момент находятся. Это была попытка обостряющего паса от их капитана Леонид Шейн. И еще раз напомню вам, номер 77 действует как будто бы в тройке нападающих. Серов по центру, Шейн справа. И осталось нам лишь только разобрать, кто же там слева. Серов. Обыгрыш. Пас. Ну, а уже тогда, когда он передачу совершил, то Артем Ямашев, адресатом паса ставший, оказался в неравном противостоянии против сразу нескольких соперников. Гости рискуют, мяч теряют. И владивостокцы супервозможность получают. Удар по воротам. А с близкого расстояния под сопротивлением. Неточный. Но все же отметим то, что Кирилл Сгибнев смог в своем прессинге оказаться. И здесь, смотрите, Кирилл. В данном случае против голкипера соперников. Максим Костылев очень-очень сильно снова рисковал. Колпащиков. Илья Колпащиков, голкипер «Динамо». Владислав Селецкий задумывал пас верхом. И он же мяч подхватил и на высокой скорости пытается оппонентов обыграть. Что касается Владислава, то мы с вами помним, что он парень техничный, а вдобавок к этому еще и достаточно выносливый. Большое количество индивидуальных попыток обводок соперника совершает.
Гости от ворот мяч разыгрывают. Максим Серов им завладевает в районе средней линии. И главный арбитр сегодняшнего матча показывает на то, что из-за боковой линии владивостокцы должны мяч вводить. Но судейская бригада сегодня действует в следующем составе. Судья в поле Евгений Устенко, а ему помогают первый помощник Икрам Мустафаев и второй Эмин Склазян. Тем временем гости пробуют в атаке быть. И Никита Жданов справляется с тем, чтобы этой атаке не дать разрастись в нечто перспективное. Из-за боковой линии Сивен Субадай вбрасывает. Леонид Шейн пробует зацепиться и все же потерю совершает. Илья Колпащиков на Никиту Жданова. Тот скорость набирает. Передачу отдает. Перехват от Сивена Субудая. И тут же в касание длинный пас вперед. Бронов. Миронов. Мячом дорожит. И опорного полузащитника подключает. Итак, в центре у приморцев давайте вспомним. Номер 7 Макар Бережных. Номер 10 Владислав Селецкий. И еще один игрок. Номер 19 Артем Каменский. Бронов. Бережных. И налево. А здесь снова обыгрыш один в один соперника, выбросившегося на него от крайнего защитника владивостокцев. Тимофей, наверное, все же правильнее будет ударение поставить Кашкаров. Здесь слева у «Динамо» действует. Передача вперед. Селецкий. Большое количество обманных движений. Попытка обыграть и нарушение. О чем свидетельствует явный и четкий жест от второго помощника главного арбитра. Ну а резервный судья на сегодняшнем матче Богдан Константинов, инспектор сегодняшней встречи Артем Сергеев. Макар Бережных. Тимофей Кашкаров. Андрей Бронов. Итак, в центре у гостей действуют номера 25 и как будто бы 39. 25-й Виталий Сазонов, а 39-й Алексей Зорин. Максим Костылев в данном случае не решается на короткий розыгрыш, разгоняется и сильно мяч вперед бьет. Тот до средней линии долетает. И Максим Серов пробует за него бороться. Ну, а, кстати, слева в атаке у гостей действует номер 44 Артем Емашев. Вот такая вот тройка. Емашев, Шейн, Серов. А здесь удар по воротам. Тогда, когда уже не первый раз сегодня далеко. Из них выскакивает и пытается до мяча добраться первым. Голкипер команды Якутия Максим Костылев.
гостя. Шейн сражается. И в данном случае Максим Гавшин. В прессинге был хорош, и в данном случае тоже пробует борьбу за мяч продолжить. Но и мы делаем вывод, то, что Максим Гавшин действует в позиции, ну, наверное, ну, понятно, то, что одного из полузащитников, которых общее количество у гостей сколько получается? Трое? 4-3-3. Действуют они, судя по всему, так же, как хозяева. Шейн. Пас назад. Владивостокцы, у которых несколько разладилась, пожалуй, комбинационная игра. Первые 10 минут провели сверхактивно хозяева. Гол забили и еще пару раз могли. А во вторые 10 минут игру гости некоторым образом стабилизировали. Но все же у владивостокцев пару шансов было. И вот идет уже третья 10-минутка, в которой в целом мы с вами видим равную игру. Правый центральный защитник, номер 33. Ньюргун Терентьев. Ну, а там справа у владивостокцев Илья Миронов. Никита Жданов. Тимофей Кашкаров заждался, получил, отдал на Харитонова. Тот обманное движение, рывок и попытка оппонента оббежать, которому ничего не оставалось, кроме как фолить. Кашкаров. Подтягивается Селецкий. А в этом, пожалуй, нет ничего удивительного. И от Владислава все передачу ожидают. Навес следует. Шейн мячом завладевает. А что дальше? Пробует обыграть. Пытается отдать. И Гавшин, активно поддерживавший контрвыступ от капитана, уже в данном случае вынужден бежать назад за быстрым Кашкаровым. Тимофей на Марка. На Макара, прошу прощения. И Бережных дальше его мяч двигает вправо. Приятно наблюдать то, что немного, но и немало. Порядка, наверное, сотни болельщиков пришли сегодня поддержать «Динамо». За футболом понаблюдать. Погода во Владивостоке прекрасная, очень тепло, выходной день. И всем, конечно же, из-за этого крайне весело. Ну и одно из сегодняшних развлечений – это игра на стадионе «Динамо». Одна, а сразу после этого будет еще одна.
Тоже ЮФЛ, но только группа будет постарше. Для игроков не старше 17 лет. Ну, а завтра владивостокцы, те, кто за футболом наблюдают и за «Динамо» переживают, имеют возможность и за игрой второй лиги тоже посмотреть. Второй лиги первенства России, в которой местная команда «Динамо» встречается с тамбовским «Спартаком». Начало матча в 13:00. Завтра, а начало второй игры здесь, во Владивостоке, сегодня в 18. С мячом Илья Миронов. Макар Бережных налево. Снова с мячом Макар направо. Бронов. Миронов. Легко связку их запомнить. Бронов-Миронов. А еще и Харитонов. Там справа, в общем... Только что вместе они, взаимодействуя, довели мяч до чужой штрафной и уже внутри штрафной площади соперника пробовали обостряющие передачи кого-то, находящегося в выгодной для удара позиции, вывести. На положенное 9-метровое расстояние отодвигается стенка. Владислав Селецкий и партнеры выбирают, как же этот штрафной удар разыграть. Тогда, когда до ворот, чуть меньше 30 метров. Где-то, наверное, 27. И мощный удар следует. Давайте мы с вами это отметим. Удар действительно получился сильный. От одного из центральных защитников. То ли Бронов, то ли Жданов. Молодец. Классно пробил. С точки зрения именно мощности этого удара. Ну и будем дальше наблюдать за такого рода попытками от, все же, наверное, Жданова. Кашкаров. Макар Бережных уже не первый раз в рамках необходимости, по ситуации падает в линию с защитниками, чтобы спокойненько мяч между собой прокатывая, оперативно его конструктивно переадресовывать в необходимые зоны. Ну а в данном случае Серов пытается активничать и даже уже практически смог в штрафную площадь владивостокцев ворваться. Правда, прострелить либо пробить ему все-таки соперники не дали. Сгибнев скорость набирает, мычит, буквально летит. И прострел опасный совершает. Тот, на который вполне мог бы откликнуться Станислав Харитонов, к чему он и стремился, но все же не смог. Артем Каменский мяч подобрал. Тимофея Кашкарова подключил. Макара Бережных и Владислава Селецкого они в районе осевой линии пасом нашли. И вот такая вот подача, где Сгибнев прорывается. Соперника, голкипера уже даже обыгрывает. Продолжает с мячом находиться, скидку совершает и удар. Получается не сильно. Но стартовую скорость Кирилла Сгибнева давайте отметим. Как ему удалось при приеме тут же, буквально за миг, ворваться, оторваться, соперника обыграть. Одного, второго, да еще потом и голкипера. На ногах крепко устоять. И попытаться пасом партнера найти.
Итак, видим мы то, что у левого центрального защитника команды Якутия уже есть спазм. Тот, который, видите, даже потребовал некоторой паузы. Тимур Кондратьев, номер 40. Продолжает как-то так прихрамывать. Но и для тренера гостей это сигнал о том, что, пожалуй, нужно быть готовым к тому, чтобы Тимура заменить. А полевых футболистов у гостей осталось всего лишь 4. Одна замена уже прошла. И еще 4 игроков готовы по команде тренера на поле появиться. Ну а пока хозяева. И снова Кашкаров. Уже который раз смещается в центр. После этого мячи сохраняет и с партнерами взаимодействует. Падение. Нужно подниматься. Для нас с вами был очень даже неплохой разрез. И мы с вами все достаточно здорово видели в этом эпизоде, в котором падал Станислав Троханенко. И, пожалуй, теоретически это было основанием для Евгения Устенко, чтобы Станиславу за это падение желтую карточку показать. Но нет, игра продолжается. Подача углового. Полет мяча. Каменский. Селецкий. Классный пас, на который откликнулся капитан. И пробил Станислав, но промахнулся. Хоть до ворот-то всего лишь навсего оставалось около 5 метров. Ну а мы с вами еще раз давайте отметим классную очередную подачу от Владислава Селецкого. И вновь гости пробуют через перепас мяч от ворот разыграть. Потерю совершают. 4-я 10-минутка идет, и, пожалуй, она снова возвращает нас к сценарию 10-минутки первой, когда было большое преимущество у «Динамо». «Динамо» перехват. Севен Субудай. Ну, наверное, Максима Гавшина будет прежде всего сейчас пытаться вбросом из-за боковой линии найти. Нет. Адресатом был Леонид Шейн. Еще раз Севен. Из-за боковой. А вот сейчас как раз на Максима. И Гавшин здесь классный пас. Серов. Удар по воротам опасный. Получившийся с носка. Но оказавшийся весьма перспективным. Когда до ворот было, наверное, метров 12-13. Но из всех моментов, которые были у якутской команды в этом тайме, этот, наверное, самый опасный. Длинная передача вперед от Жданова. В центре мяч гостями подхватывается. И попытка вместе с ним на чужую половину перебраться. Макар Бережных. Андрей Бронов. Пас вперед не точно. Тимофей. Тимур Кондратьев перехват совершил. И пас отдал. Артем Ямашев.
проведет конкурс. Просьба не расходиться после свистка на первый тайм, а подойти вниз к северным воротам. Кто хочет поучаствовать? Но вот такая интересная информация прозвучала от диктора сегодняшнего матча, от Валерия Тимощенко, о том, что в перерыве между первым таймом и вторым для болельщиков состоится конкурс. Это, конечно же, отличная идея, классная задумка для проведения спортивных мероприятий, какие-то развлекательные, ну, скажем так, задумки. Подготовленные для зрителей. Ну а пока Владислав Селецкий, смотрите, как он быстр и маневренен, пас отдает. Харитонов, видимо, ему скидку совершает. Или Миронов. Но еще один угловой Динамо зарабатывают. А мы с вами видим то, что до завершения первой половины остались буквально считанные минуты. Владислав Селецкий. Такой солидный разбег. Ногу подбирает, подачу совершает. Летит мяч, Данов выпрыгивает. Удар наносится, и рядом со штангой в итоге пролетает он после серии рикошетов. Илья Харитонов бил, в кого-то из соперников попал, и пока что не получается преимущество в счете владивостокцам увеличить, хоть и много моментов они уже смогли создать. Еще одна подача из углового сектора. И вновь опасно! Кирилл Сгибнев попадает в защитника, а здесь не попадает Никита Жданов. Если вы обратили внимание, момент, точнее место, точка, с которой он удар наносил, была уже где-то всего лишь навсего на расстоянии метров 10 до ворот, которые защищает Максим Костылев. Максим Гавшин. Забег. Интересный. В котором были Кашкаров и Серов. Макар Бережных. Никита Жданов. Тимофей Кашкаров. Вдоль боковой линии не получится ли найти пасом партнера? Получилось. Капитана Траханенко. И звучит свисток, который означает то, что завершен первый тайм очередного матча третьего тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги, группы для игроков не старше 15 лет. Поединком между командами филиал Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, город Владивосток, Приморский край, и спортивная школа по футболу Якутия, город Якутск. При счете 1-0 в пользу команды хозяев. И нам с вами предлагается обзор опасных моментов. Ну а команды отправляются на перерыв. Давайте, пожалуй, и мы с вами тоже, уважаемые зрители, позволим себе немножечко отдохнуть. На третьей минуте матча.
И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Продолжается трансляция со стадиона «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче третьего тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет на поле встречаются команды. Академия «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, город Владивосток, Приморский край. Игровая форма цвета: футболки белые, шорты гетры синие. И спортивная школа по футболу Якутия, город Якутск. Футболки синие, шорты гетры белые. По результатам первой половины счет на табло 1-0 в пользу команды хозяев, благодаря голу, забитому в начале 4-й минуты их центральным нападающим Кириллом Сгибневым, действующим под номером 13 после классной навесной передачи от Ильи Миронова. Уважаемые болельщики, давайте все вместе поддержим с самых первых секунд нашу команду «Динамо». Но и гости в атаке, их капитан смещается в поисках позиции для удара, находясь уже на самой линии штрафной площади. И прям практически по центру. Итак, гости активно начинают вторую половину. Гашин Максим, номер 44, Емашев Артем, номер 39, Зорин Алексей, номер 40, Кондратьев Тимур, номер 25, Сазонов Виталий, номер 99, Серов Максим, номер 33, Терентьев Нургун, номер 70. Слушаем с вами составы играющих сегодня команд. Ну, а пока гости продолжают в атаке быть. И вновь шеи. Это было уже близко к тому, чтобы момент считать достаточно опасным. Станислав Траханенко, капитан владивостокцев, обыгрывает соперника. Теряет вездесущий Шейн. Снова в перехвате в данном случае срабатывал. Активным был. И уже в третий раз сегодня вот так вот далеко из ворот выходит, чтобы линию защитников страховать, голкипер гостей Максим Костылев. Номер 11, капитан команды Станислав Траханенко. Номер 17, Илья Харитонов. Представитель команды филиала Академии «Динамо». Тренер команды Родькин Евгений Николаевич. Главный тренер команды Мельник Роман Александрович. Бронов. Длиннющая диагональ. Ну и... Судей, обслуживающих матч. Главный судья Устенко Евгений, город Уссурийск. Ему помогают первый помощник Мустафаев Икрам, город Владивосток. Второй помощник Слазян Эмин, город Владивосток. Резервный судья Константинов Богдан, город Владивосток. Инспектор матча Сергеев Артем Юрьевич. Максим Костылев попытался выбить мяч подальше. Пытаемся рассмотреть номер игрока, который действует в позиции левого защитника у гостей. А вот сейчас мы с вами сможем увидеть. Ну что ж, Максим Серов. А кто ж тогда в атаке? Харитонов.
Но и владивостокцы зарабатывают право на угловой. И я попробую вам напомнить, в каких позициях действуют сегодня футболисты «Динамо». Голкипер Илья Колпощиков, номер 1. Пара центральных защитников, номер 4 Андрей Бронов, номер 5 Никита Жданов. Подача. А защитники слева и справа соответственно. Номер 20 Тимофей Кашкаров и номер 12 Илья Миронов. Тройка центральных полузащитников. Номер 7 Макар Бережных. Номер 19 Артем Каменский. И номер 10 Владислав Селецкий. И тройка нападающих. Слева капитан команды Станислав Траханенко, номер 11. Справа номер 17 Илья Харитонов и центральный нападающий владивостокцев, автор забитого сегодня гола Кирилл Сгибнев. Главный тренер команды Академии. Филиала Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина, город Владивосток, Приморский край. Группа для игроков не старше 15 лет. Роман Александрович Мельник. О, 2-0 владивостокцы! Упрочивают свое преимущество. Автором гола капитан становится Станислав Траханенко. И смотрим мы с вами повтор. Забил наш капитан команды, игрок под номером 11, Станислав. Максим Костылев предпочел в данном случае гадать. Предположил то, что удар будет нанесен в другую сторону и сместился. Из того угла, который по канонам, по вратарским канонам при выставлении стенки должен был защищать. Но и в этот угол, в эту сторону, точнее сказать, мяч как раз и был отправлен, что стало для Максима неожиданностью. И он хоть и выпрыгнул, в струнку вытянулся, но дотянуться до игрового снаряда не смог. Быстрый гол владивостокцев в начале игры и тоже быстрый в начале второй половины. Бронов. Пас направо. Миронов. Еще один навес. Костылев скомандовал то, что будет выбивать, то, что всем нужно позиции необходимые занять, и сильно вперед ударил. Ямашев передачу на защитника, после этого заброс вперед. Потеря. Ну, а, кстати, в атаке, уважаемые зрители, я, к сожалению, в первом тайме не смог рассмотреть по картинке. Виделось мне, что это номер 99, а на самом деле то номер 66. Кажется, что Богдан Ахмедшин центральным нападающим гостей является. Ну, а пока... Мяч в районе средней линии. Бронов. Миронов. Харитонов. И Илья Миронов готовится к тому, чтобы вброс совершить из-за боковой. Итак, мы с вами уже говорили про то, что команды приморского филиала Академии «Динамо», видимо, все действуют по позиции 4-3-3, но ровно так же, как и, например, московская «Динамо», за которой можно наблюдать в федеральных ЮФЛ и в молодежной футбольной лиге. Все команды там также играют. Также 4 защитника, 3 полузащитника, 3 нападающих. Гости сегодня отвечают примерно тем же. Пара центральных защитников у Якутии — это Ньюргун Терентьев, номер 33, и Тимур Кондратьев, номер 40. Защитники слева и справа соответственно номер 99 Максим Серов и номер 55 Севен Субудай.
Центральный опорный полузащитник номер 25 Виталий Сазонов. А ему помогают слева и справа. Удар поворотом пока что. Вот слева пока я не могу вам сказать, а справа точно помню, что футболист... Видимо, под номером 39. Алексей Зорин. Ну, конечно же, нет. Справа Максим Гавшин, номер 27. А вот слева, видимо, Алексей Зорин. И в атаке Богдан Ахмедшин. Капитан команды Леонид Шейн. И номер 44 Артем Ямашев. Забег. Толчок. Арбитр дает побороться. Бронов и Ахмедшин в этом противостоянии были. И замена у хозяев производится. Поле покидает игрок под номером 19 Артем Каменский, а в игру вступает футболист под номером 8 Артем Матус. Команде филиала Академии «Динамо» произведена замена. Вместо игрока, выступающего под номером 19 Каменского Артема, на поле появился игрок под номером 8 Артем Матус. Кондратьев скидку совершил на голкипера. Тот некоторым образом неожиданно для Нюргуна Терентьева передачу так отдал, что в него попал. И снова владивостокцы были близки к перехвату и по удару по воротам незащищенным. Макар Бережных, пас налево. Никита Жданов. Тоже налево. И вновь с мячом Макар. Но согласитесь, интересно смотрится игра «Динамо» в том плане, что большое количество стараются взаимодействий совершать они на разных участках поля. Здесь направо аккуратная передача, оттуда подача, классная, перспективная, и сразу большая группа владивостокцев готова бороться за этот верхом направляющийся мяч. А здесь Гавшин, это он так быстро бежит. Мы с вами по ходу первого тайма еще отметили то, что у Максима высокая скорость. И то, что он действует в позиции одного из трех полузащитников чуть правее от Виталия Сазонова. И шанс для владивостокцев сделать счет 3-0. Мяч в воротах. Гол забивает игрок под номером 10 Владислав Селецкий. Третий мяч в ворота команды спортивной школы по футболу Якутия, город Якутск. Забил игрок под номером 10 Владислав Нюргун Терентьев ошибся. Он, пытаясь не дать состояться передаче на Кирилла Сгибнева, на футболиста, которого он по тому эпизоду опекал, да, на опережение сыграл, но выбить игровой снаряд не смог. И тот оказался как раз-таки в виде отличной скидки для врывающегося и быстрого, мы тоже про это уже говорили, Владислава Селецкого. Итак, 3-0 «Динамо». А что же Якутия? Бронов. Пас по диагонали. Там Сивен Субудай. Кашкаров. Селецкий. И снова обыгрыш. А вот здесь Нюргун Терентьев смог справиться с опасным пасом. Миронов. Бережных. Илья. Пас вперед. Харитонов. А там Зорин сражается. Пытается мешать. Но и в итоге Илья Харитонов правила нарушает. В моменте против Виталия Сазонова. В первом тайме уже произошла замена. Быстрая у гостей. Помните, буквально через сколько? Минут через 5? После стартового свистка Артем Аршинский, видимо, ушел. И, видимо, по травме.
Ну что ж, у «Динамо» вторая замена. Выходит Артем Нуйчев на позицию правого защитника, сменив правого защитника Илью Миронова. А в атаке слева здесь находятся владивостокцы. И 4-0. Станислав Траханенко дубль в сегодняшнем матче совершает. Счет в матче 4-0 в пользу команды филиала Академии «Динамо». Итак, Артем Матус в предголевом действии поучаствовал, отбор совершил. И после этого его партнеры смогли все это дело преобразовать в забитый очередной для себя мяч. Гости попробуют в атаке побывать. Пас направо, а там Гавшин. Обратная скидка, подача, с которой Жданов справляется. Селецкий, Матус и капитан Траханенко. Скорость набирает. Пас на Сгибнева отдает. А кто из них, интересно, быстрее? И снова угловой. 56-я минута, но нет. Наверное, уже все же ближе к 60-й. Идет в этом матче и... Ну, наверное, половина. Второго тайма уже позади. А пока подача. И ловля от Максима Костылева. Тут же быстрый ввод. Снова активный от хозяев прессинг. Артем Матус, Кирилл Сгибнев и Нюнгун Терентьев. Нуйчев? Нет, вряд ли. Слева там же, давайте еще раз вспомним, там действует Кашкаров. А Артем Нуйчев должен быть здесь справа. Номер 21. Вот сейчас на картинке можем мы его с вами видеть. Итак, Кашкаров, Бережных, Бронов, Нуйчев. Гости. Это был Серов и его пас. Но вот почему, интересно, нет было задумки сразу же отправить мяч вперед на мощного и в первом тайме, кстати, на себя достаточно часто внимание обращавшего Богдана Ахметшина. Максим Серов. Ой, как неправильно вводит мяч в припрыжку. Естественно, что арбитр вынужден это действие отменить и контроль мяча передать сопернику. Замена у команды хозяев. Макар Бережных пределы поля покидает. Артем Бровкин выходит. И еще одна замена. Вместо игрока под номером 4 Андрея Бронова в игру вступает футболист под номером 16 Александр Аграфенин. И замена голкипера у гостей. Максим Костылев уходит. Михаил Опрядченко на поле вышел. С мячом Артем Нуйчев. По правилам мяч вводит с двух ног из-за головы. И будет сейчас еще раз заброс совершать. Команде спортивной школы по футболу Якутия, город Якутск, произведена замена. Вместо игрока, выступающего под номером 16 Костылев Максима, на поле появился игрок под номером 1 Опрядченко Михаил. Не самый удачный розыгрыш. Аута в данном случае произошел. Открывание от Артема Матуса, но все же его действие оказалось недостаточным для того, чтобы опасную ситуацию создать.
Ну или просто за мяч зацепиться, не потерять его. Михаил Опряченко, только что появившийся, сильно вперед бьет. Там Матус. Пожалуй, сейчас в составах обеих команд самый высокий парень. Но это не точно. Перехват от капитана гостей Шейн. Передача налево где? Ух ты, кто это здесь? Ну, слева, по идее, Серов. Ну еще ж под номером 44 действующий футболист, который перехват в данном случае осуществил. Артем Ямашев. Падение. Отбор состоялся владивостокцами. И Селецкий. Пас вперед. А там перехват. Тимур Кондратьев. Ямашев. Бежит, пытается зацепиться. Но в итоге фалит. Действующий под 39-м номером один из центральных полузащитников Алексей Зорин. Матус. Траханенко. Станислав. Смещается. Подачу совершает. Передачу. И Сгибнев бьет. Положение вне игры. Но снова мы отмечаем то, что приятно за атаками владивостокцев по большей части наблюдать, да и в целом за действиями. Футболисты те, которые в атаке быстрые, все без исключения. При всем при том, что абсолютно командные игроки, всегда обращающие внимание на открывающихся партнеров. Борьбу навязывающие в каждом из моментов. В общем, «Динамо» сегодня играет по-хозяйски. И болельщикам, наверное, должно быть приятно за игрой наблюдать. Хоть и сегодня около сотни болельщиков, собравшихся на трибуне стадиона «Динамо», недостаточно. Как будто бы слышны. Ну, ведь абсолютно неважно, насколько ты эмоционально проявляешь свои эмоции. Самое главное, чтобы искренне и желательно, чтобы в еще большем количестве люди приходили. Удобные места на стадионе «Динамо» занимали. В самом центре Владивостока, приморской столицы, этот стадион находится. Живописнейшее место, прекрасная погода. Летом все уважаемые приморцы на футбол. Футбол на «Динамо». Ну а пока «Динамо» пробовал атаковать, Тимур Кондратьев перехват, выбить не смог. И Артем Бровкин, занявший позицию ушедшего опорника Макара Бережных. Артем. Пас налево. Кашкаров. И Траханенко. Классная подача. Вы обратите внимание, всегда, когда с мячом действует Станислав, у него сразу голова во вращении находится в необходимом для того, чтобы абсолютно видеть все. Сигнал от арбитра, который означает то, что еще замены готовы. Двое свежих футболистов у одной команды и двое у другой. Поле покидает Богдан Ахмедшин. Вместо него выходит Павел Пухов. У владивостокцев уходит Тимофей Кашкаров и Илья Харитонов, а вместо них должны выйти под номером 18 Матвей Маржухин и под номером 22 Егор Хоменко. Ну, а что касается команды из Якутии, то еще готовится выйти футболист под номером 30 Глеб Новожилов. Вместо Алексея Зорина. Значит, Глеб сыграет в центре. Хотя мы сейчас видим, что какое-то смещение произошло, по-моему, по позиции у капитана, у Леонида Шейна. Павел Пухов вышел вместо Богдана Ахмедшина. Это означает ли, что он сыграет в атаке? Посмотрим. Ага. Борьба. Кондратьев. Перехват. С мячом Егор Хоменко. Кашкарова Тимофея и Харитонова Ирина
Жданов, номером 22. Аграфенин, И Хоменко. Нойчев. Из четверки защитников, вышедших в стартовом составе, остался лишь только Жданов. Спортивной школы по футболу Якутия. И шанс на гол у «Динамо». Появились игроки под номером 5-0, уважаемые зрители. 88. Новожилов Глеб и Пухов Павел. Второй гол в сегодняшнем матче для себя. И уже пятый для своей команды забивает игрок под номером 10 Владислав Селецкий. Селецкий Владислав. Под номером 10 Селецкий Владислав. Счет в И обратите матче внимание, то, что Владислав забивает уже второй гол после того, как ему голевую передачу дает соперник. В прошлом голе, когда забил именно Владислав, ему скидку совершил не Юргун Терентьев, а здесь так получилось на несчастье Леонида Шейна, что от него. После его действия мяч оказался в перспективнейшей для врывания зоне Владислава Селецкого. Вот такое совпадение. Севен Субудай. Вброс. Артем Матус с мячом. Пас на партнера, на капитана. И вперед передача. А там Селецкий. Пас налево на капитана, который врывается, голову поднимает. И передачу отдает. По результатам которой мяч в ворота влетает. Это хитрик для капитана. Свой дубль записывает наш капитан команды. Игрок под номером Станислав 11. Траханенко. Станислав. 6-0. Счет в матче 6-0 в пользу команды филиала Академии «Динамо». Расклеились гости. Повтор эпизода смотрим. Прошу прощения, автором дубля. Ворота команды спортивной школы. Но и, судя по всему, все же это был и получился от капитана пас. Кирилл А забитый мяч на свой счет записывает Кирилл Сгибнев, который, может быть, даже и пытался уклониться от летящего игрового снаряда, но получается, что подправил его. И с таким несложным мячом почему-то Михаил Опряченко справиться не смог. И здесь Михаилу нужно быть внимательным, потому что еще один удар с близкого расстояния только что наносился, и еще один сразу после этого. Сперва от Артема Матуса, а после этого от Матвея Маржухина. Но и где-то уже должна наступить заключительная 10-минутка в этой игре. Но и как-то совсем во втором тайме опасных моментов или же опасных подходов в действиях якутского коллектива мы с вами не видим, хотя и начали они вторую половину, помните, достаточно активно. Первые несколько минут они были хороши. Ну, а, кстати, меня поправляют в плане того, что таймер у нас идет абсолютно точно и ровно. 67-я минута, та, которая на секундомере, та и по факту. И это означает то, что до завершения этой игры остается около 15 минут. Никита Жданов. Пас налево. Егор Хоменко ищет кого-то в центре. Понимают, что и Бровкин там должен быть, и Матус. И в итоге Артем. Обыгрыш капитана соперника. И нарушение от Леонида Шейна, который в самом деле упал в среднюю зону после серии замен. Но, кстати, сразу же 6 игроков, которые сейчас на поле у гостей, это футболисты 2010 года рождения. Четверо из них вышли на замену. Но а к удару готовится Жданов. В первом тайме, помните, пробил он с 30 метров? Достаточно опасно, сильно, мощно. А здесь ему не дали все-таки этот удар нанести так, чтобы не сбить, не смутить. И поэтому какого-то впечатления от вот данного розыгрыша мы с вами не получили. Михаил Опряченко.
Сазонов пас налево. После этого передача вперед. Там перехват. Это Александр Аграфенин. И снова Матус налево. Капитан с мячом. Обыгрыш. Капитан прям заметен по своему стилю. Обратите внимание. Да, вот то, как он действует, очень, в общем-то, явно показывает на то, что действительно, пожалуй, ну уж точно один из самых острых, быстрых и техничных игроков команды «Динамо». Так еще и каждый раз, без исключения, тогда, когда он на мяче, старается что-то интересное придумать. И, в общем-то, в атаке серьезное влияние на игру оказывает. Ну, а пока Жданов, Хоменко. И снова капитан. И забегание классное. И подача. Правда, срезка. Ну что ж, Егор Хоменко сыграл активно. Подключился, вбежал в свободную зону, передачу получил и пытался уже со своей стороны обострить в виде опасного навеса. Замена. Видимо, еще одна у команды гостей. Или же нет? Севен Субудай. Подача. Ну, а я, знаете, прям на секундочку засмотрелся, думаю, а кто же это так после перехвата сразу на рывке попытался вот как-то то ли же самостоятельно раскрутить очередной виток атаки, то ли на себя внимание соперников стянуть и скидку совершить, то был вышедший и активно действующий Артем Бровкин. Номер 6. Серов. Через Сазонова пас вперед. Но там Нуйчев. Все контролирует и не предоставляет даже, пожалуй, шансов Артему Ямашеву. Жданов. Хоменко. Встречает его Гавшин. Егор Хоменко из-за боковой. Егор Матус. Александр Аграфенин. Династия. Анатолий Аграфенин в 90-е и в нулевые, в начале 20-х годов здесь же в рамках юношеской футбольной лиги Артем Аграфенин. И вот сейчас в сезоне 2024 года Александр Аграфенин на стадионе «Динамо» выходят и пытаются себя проявить. И все, что характерно в рамках династии, все футболисты в позиции центральный защитник. Пас вперед. Направо перевод. Выпрыгивание Гавшина. Он повыше, чем Хоменко. Но капитан Станислав Траханенко включился, отобрал, отдал. Матус пытается обыграть. И снова же активный Бровкин в отборе. Продолжается наступление от «Динамо». Нуйчев. Потеря. Но ненадолго. Но и заключительная замена у гостей. Вышел Мансур Исмаилов, номер 28, заменил Артема Ямашева.
Итак, Команде спортивной школы по футболу Якутия. Город Якутск приняла замена. На поле появился игрок под номером 28. Исмаилов. Селецкий назад. Жданов налево. Хоменко. Очень технично, кстати, действующий. Пас отдающий опасный. И чрезвычайно близок был к хет-трику. О, удар по воротам. И 7-й мяч в ворота влетает. Артем Нучев мощно бьет левой ногой. Мяч в ворота соперника отправляет. 21. Артем Нучев. И мы с вами ждем повтор. Вот здесь Артем уже понимал, что в данной ситуации можно будет попытаться в нее включиться. Ворвался. Левой ногой пробил, а за мгновение до этого правой перехватил. И причем в данном случае он переиграл в единоборстве только что вышедшего свежего Мансура Исмаилова, еще не успевшего в игру включиться. Терентьев. Пас направо, там Сазонов. Разгоняется, вперед бьет. И за боковой линии. Но не сам Виталий, а Севен Субудай будут сейчас вбрасывание совершать. Терентьев. Новожилов. Шейн. Отчаянный подкат. Владивостокцы перехват. Направо пас. Неплохо получилось разогнаться. Матвей Маржухин. И Селецкий. И на Маржухина пас. Ударом от Матвея. Промах. Подбор за хозяевами. Бровкин. Аграфенин. Технично. Неплохо. 1 в 1 обыгрыш. А далее еще один обыгрыш. И падение. Это Павел Пухов. Это был он. Это нападающий. Вот с такими вот навыками. Обыгрыша 1 в 1. Но ему, видите, в поисках мяча пришлось упасть аж на свою половину. И здесь этот дриблинг демонстрировать. Серов готовится сильно вперед мяч ударить. Бьет. И вот так вот. Вот такая попытка, которая все-таки состоялась. Глеб Новожилов. Но, пожалуй, была интрига. Смогут ли якутские игроки, но все же атаку до конца матча успеть провести? Вместе с ударом. Бровкин. Пас направо. Отличный, точный перевод. Матвей Маржухин потеря. Бровкин. Очень подвижный. Жданов. Егор Хоменко несколько убежал. Не предложился, но Никита справился. Александр Аграфенин. Ну, Артем Нучев уже заждался. Но нет, передача следует в некоторую другую зону. Продолжают владивостокцы неспешно мячом владеть и между собой его перекатывать. К чужой штрафной приближаются.
Станислав Траханенко. Скидка. Егор Хоменко. Передача. Леонид Шейн. И пас вперед. Но смотрите, Александр Аграфенин смог надежно оттеснить Павла Пухова. А здесь Маржухин. Селецкий. И снова классно. И прострел опаснейший. Где удар? В касание в лед не получилось. У Станислава Траханенко 80-я минута, уважаемые зрители, идет. Пухов. Пас направо. Но там, к сожалению, для гостей особенных шансов на успех этой передачи не было. Ну что ж, владивостокцы сегодня игру проведя. Далее в домашнем поединке 4-го тура будут принимать Сахалин. А что касается гостей, то следующая их игра состоится в Находке 28 мая. Ну, а что касается владивостокцев, то игра с Сахалином, кстати, аж 8 августа будет. Она перенесена. А ближайшая игра 10 июня в Находке против команды «Океан». Через 2 недели. Ну что ж, уважаемые зрители, крупная победа владивостокцев. Давайте мы еще раз их с этим поздравим. 7-0. «Динамо» побеждает спортивную школу по футболу. Город Якутск. А в рамках 3-го тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет. Но и основная часть нашего репортажа подходит к завершению. Нам лишь только остается с вами, уважаемые зрители, дождаться флеш-интервью игроков по одному от каждой из команд и тренеров. Ну и посмотреть опасные голевые моменты, которые в этом матче случились. Ну, а я же со своей стороны прощаюсь с вами, желаю вам всего самого лучшего и доброго. И, конечно же, по традиции, как и в конце каждого репортажа, призываю вас всех заниматься спортом, потому что спорта в жизни современного человека должно быть много. Да, через административное, это самое, я открытым
Так, у нас на послематчевом интервью игрок команды Академии «Динамо» Станислав Траханенко. Стас, ты автор дубля. Поздравляем тебя, во-первых, с победой. Какие твои эмоции от игры? Ну, игра была насыщенная, было очень много моментов. В первом тайме мы не могли реализовать столько моментов, сколько у нас было, но во втором вышли новые люди, свежесть появилась в команде, и мы реализовали все возможные свои моменты. Как считаешь, с чем связан такой разгром и чего, может быть, не хватило якутам, как считаешь сегодня? Ну, якутам не хватило больше собранности в команде, игры в атаке. В обороне они играли отлично, но больше надо было уделять внимание атаке, но они этого не делали. Ты считаешь, мог сегодня больше забить? Да, было много моментов, которые я не реализовал, которые мог. Но в целом поздравляем с победой, с таким разгромным счетом. Желаем удачи. Итак, у нас на послематчевом интервью Роман Александрович Мельник, именинник, старший тренер команды 2009 года рождения. Во-первых, поздравляем с победой, поздравляем с днем рождения. Но как вы считаете, сегодня ваши воспитанники порадовали, поздравили вот вас на футбольном поле с сегодняшним днем? На футбольном поле после игры порадовали и поздравили. А во время игры? Во время игры у меня всегда к ним будет очень много претензий. Я не знаю, какой матч они должны выдать, чтобы я сказал, что это какое-то, не знаю, совершенство. Ну, мы еще от этого далеки. Но в целом сегодня 7-0, это все-таки должно быть положительный результат для вас? По первому тайму, я скажу, моментами было нервозно как бы в атаке, что у нас нету такой стабильности в завершающей стадии. Вот это меня, как сказать-то правильно, ну, есть над чем работать, как говорится, да, вот так. Как вы считаете, с чем связан такой разгром, ваше мнение? Команда нас, якутов, насколько я знаю, ребята хорошие, активные, с пониманием, умеют с мячом работать. Но видно, что им еще, наверное, какого-то опыта не хватает. Наверное, я думаю, что они еще со временем как бы вкатятся. От матча к матчу, я думаю, что они будут прибавлять. У них есть для этого хорошие игроки, хороший материал, как говорится. Сегодня было забито несколько таких красивых голов. Стас Траханенко такую красоту забил, Артем Нуйчи забил шедевр. Отрабатывали они на тренировках такие удары, как вы думаете? Ну, пытались мы что-то подобное на тренировках реализовывать. В принципе, да, откровенно говоря, я сейчас в голове прокручиваю несколько моментов, то, над чем мы работали. Ну, вот это радует. Сами хоть удивились, когда эти мячи увидели? Или это уже должно быть обычно, должно быть каждый гол такой? Должно быть, если честно, да, должно быть, потому что много над этим работаем и хотелось, чтобы это было как бы почаще, потому что в первом тайме было достаточно много моментов, ну, чтобы выдохнуть, как говорится, в первом тайме. Ну, не знаю, зачем-то они все это оставили на второй тайм, любят ребята себе нервы потрепать, и мне заодно. Поздравляем вас с днем рождения, с победой, спасибо вам большое. Все, счастливо. Максим Костылев, игрок команды ШФ Якутия. Ну, как тебе матч? Расскажи, чего сегодня, как считаешь, не хватило вам? Матч был неплохой, соперники были сильные. Нам не хватило уверенности до конца играть. Терялись. После третьего гола поплыла вся команда и нахлобучили нам голов. Как ты считаешь, может быть, сегодня кто-то индивидуально лучше других сыграл? Есть ли кого выделить себе лично? Глеб наш вышел маленький против таких вот и отыграл хорошо. Сделал хотя бы удар поворотом. Ну, в целом, как считаешь, могли ли хотя бы сегодня один гол забить и чего не хватило для того, чтобы забить хотя бы один? Могли забить, да. Не хватило удара, по мячу промазывались постоянно. Нервничали или что, я не знаю. И теперь что будете дальше делать? Это отрабатывать, да, наверное, на тренировках после такого поражения? Отрабатывать и отхлобучивать от тренера за то, что пропустили опять много мячей.
Спасибо, ну желаем удачи, не расстраивайся. Александр Анатольевич, тренер команды «Шеф Якутия». Ну, сегодня такое разгромное поражение. Как вы считаете, какие причины сегодняшней вот такой игры? Ну, данный матч для нас можно как бы разделить на два матча. Это матч первого тайма и матч второго тайма. Это две разные игры получились у нас. В первом тайме нам хватало сил. В принципе, технико-тактические действия игроков были в правильном направлении. Поэтому первый тайм получился довольно ровный. Ну, с небольшим преимуществом команды хозяев, можно так сказать. Ну и счет был 1-0 всего. После второго тайма, даже в перерыве, видно было, что ребята уже под конец первого тайма начали уставать. Все равно свое дело сделал свежий морской воздух. Поэтому второй тайм мы полностью проиграли. Поэтому счет второго тайма 0-6. Как бы ребята начали садиться физически, вследствие чего начали не добегать, возникать опасных моментов много. Где-то ненужные штрафные начали зарабатывать. Ну и второй тайм, конечно, команда хозяев нас полностью переиграла. Люди, которые у них игроки выходили на замену, очень свежие, быстрые, как бы они их игру усилили. Наши игроки, вышедшие на замену, в принципе, сильно игру не усилили. Ну и счет уже, потому что был уже большой, как бы огонек в глазах немного потух. Ну, как бы так, наверное, в общем. А так, команда «Динамо» очень хорошая команда. Спасибо им за игру, но мы будем работать дальше. Как вы считаете, после первого тайма, вот как бы счет такой вроде скользкий был, да? Было ли ощущение, что можно вырвать победу в сегодняшней игре? Да, конечно, мы как бы и начало второго тайма, буквально первые же минуты, первые 3-5 минут у нас было два хороших, так сказать, полумомента. Мы в штрафной площадке были под ударными позициями, но почему-то игрок не наносил удар, затянул, задержал, в итоге даже удара не нанес. Хотя сама атака проходила очень хорошо, мы настраивались, и ребят настраивали, что можно забить, поэтому, ну вот потом, говорю, быстрые 2 гола пропустили после этого сразу же, тут же, и все пошло как пошло. Спасибо вам большое, желаем удачи в дальнейшем.